Сотрудники МЧС России завершили поисково-спасательную операцию пропавших на Эльбрусе альпинистов. Как рассказал начальник главного управления МЧС России по Кабардино-Балкарской республике Михаил Надеждин, операцию провели при суровых погодных условиях. Видимость составляла не более метра, порывы ветра достигали 60 метров в секунду, а температура опускалась до минус 20 градусов. Поисковые работы длились около 7 часов. Состояние на 2 часа 45 минут 24 сентября поисково-спасательные работы на горе Эльбрус завершены. Всего в ходе спасательной операции из 19 человек в ходе сложнейших метеорологических условиях при температуре минус 20 градусов, порывистым ветром до 60 метров в секунду, метели, темного времени суток, нашим спасателям удалось найти живыми и спустить вниз, передать станции скорой медицинской помощи и медицине катастроф 14 человек. К сожалению, 5 человек при их обнаружении признаков жизни не подавали. Поисково-спасательная операция проводилась с 19 часов 30 минут и закончилась в 2 часа 45 минут. В настоящее время все пострадавшие доставляются в медицинские учреждения города Нальчик. Пострадавших средне-тяжелое, есть обморожение 2-3 степени конечностей верхних, нижних. Проводится вся необходимая терапия. Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступления, оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя, повлекшие по неосторожности смерть 2 и более лиц. Руководством Следственного управления ход расследования взят на особый контроль, сообщается на сайте ведомства. Напомню, в числе 5 погибших альпинистов оказалась якутянка. Свои соболезнования родным и близким погибшей Анны Макаровой выразили в Федерации альпинизма и скалолазания Якутии. Ужасная. Мы очень соболезнуем родным и близким Анны. Знаем, что у нее есть мама, сын. Это очень серьезно, конечно, очень печальная новость. По поводу восхождений, я всегда говорил это и сейчас это говорю, что мы стремимся к тому, чтобы все люди, все наши соотечественники, они проходили обучение, только потом шли в какие-то опасные путешествия, в экстремальные туры, не имея соответствующей подготовки, в том числе по Якутии очень много таких туров оказывается.